сегодня понесу судопередачу Никитки моему в СИЗО. Пришел на рынок, там надо кое-что докупить. Основное уже есть? Вот такие есть. Вот давайте таких. Вот сколько будет. Хорошо. Мы с Никитой сюда приходили. Почти всегда, там, суббота, воскресенье. Ну, походим там, поищем что-нибудь такое интересное. 16-гадовага Мікіту Золотарова затрымалі ў Гомлі 11 жніўня. 4:30 утра. Я выхожу на улицу, собака начала лаять с лопатой. Я говорю, кто там лезет? Там милиция, открывайте. Где сын? Я говорю, нету сына. Ну, я-то знал, где он находится, но я не говорил. Я понял, что что-то случилось. Падлетак у гэты час быў з сябрамі. Я Никите звоню, говорю, сыночка, что случилось? Папа говорит, что нормально, ничего не делал. Я поехал на работу. В 10:30 звонит мой друг, напротив, который живет. Говорит, Миша, твоего малого пакуют. Я говорю, кто? Говорит, ну там неизвестные какие-то на микроавтобусе. В одних трусах. Он открыл им калитку. Пасля затрымання хлопца так моцна збілі, што ён трапіў у рэанімацыю. А когда его везли в скорой Никиту, там были врачи скорой помощи, мать была. И врачи спрашивали, что с тобой случилось? Тебя били? Да, били. Ну, когда он уже в себя пришел. Кто тебя бил? Там милиционеры били. Мікіту абвінавацілі ажно паводле 3 артыкулаў: незаконны выраб выбуховых рэчываў, пагроза ўжывання гвалту ў дачыненні міліцыянта, а таксама арганізацыя масавых беспарадкаў. Даваць паказанні хлопец адмовіўся. Ну, я, естественно, в это не поверил. Было опознание, 2 милиционера опознали в Никите, что он бросал бутылку, ну, с коктейлем Молотова. Ну, опознали там по одежде. А потом появляется человек, который говорит, бутылку бросал я. А Никита в это время уже сидел целый месяц. Ну и все равно его не выпускают. Падлетак мае хронічную невралагічную хваробу – эпилепсию. А как поставили диагноз, все, дороги везде были закрыты. Ни спортом заниматься, ни в санаторий даже нельзя было съездить. И вот единственная альтернатива была со мной ходить на рыбалку. Вот сюда приходили мы, надували лодку. Полторы. За кратамі стан здароўя Мікіты пагоршыўся. Лекарства дают нерегулярно. Это может негативно сказаться на его здоровье. Может провоцировать приступы. Они уже были, несколько приступов на СИЗО у него было. Ну и как там сказал охранник этот, когда Никита таблетки спросил, говорит, ты политически, ты здесь сдохнешь. 22 лютага в суде чыгуначнага району Гомля суддзя Дмітрый Дзябой пакараў Мікіту Золотарова 5 гадамі выхаваўчай колонии. Я лично за все 8 судов, я не увидел никакого доказательства вообще. Никто их не видел. Они взяли скриншот социальных сетей и скриншот с камер видеонаблюдения. И там светлые кофты. Все. Лица не видно, ничего не видно. Праваабаронцы прызналі Мікіту Золотарова палітвязням і патрабуюць неадкладнага вызвалення хлопца. Мы будем обращать внимание соответствующих спецпроцедур ООН на эту ситуацию, подчеркивая тот факт, что Никита является несовершеннолетним и что та мера наказания, которая была назначена ему, она абсолютно непропорциональна ни содеянному, ни его статусу ребенка. Бацька Мікіты шакаваны вынесеным прысудам. А сейчас выхожу, скучаю один, и не с кем порыбачить. До последнего я верил в то, что судья посмотрит, что происходит, и просто выпустит его. Написали жалобу кассационную, ну, апелляцию, как это называется. И будем ждать. Может быть, там разберутся. Может, у кого-то сердце ёкнет. Если справедливость восторжествует. За 9 апошніх месяцаў у нашай краіне распачалі больш за 2300 крымінальных справаў супраць удзельнікаў прэзідэнцкай гонкі, актывістаў іхных штабоў ды удзельнікаў мірных акцый пратэсту. 286 чалавек прызнаныя палітвязнямі. Толькі за першыя 4 месяцы пасля выбараў 27 000 чалавек атрымалі адміністратыўнае пакаранне. А што, калі гэтыя затрыманні, прысуды, следствы, обшукі ды канфіскацыі праходзілі з парушэннямі ды мелі палітычную матывацыю? Мы спыталі ў адваката Михайла Кірылюка, які нядаўна быў пазбаўлены ліцэнзіі ды вымушаны з'ехаць за мяжу.
Ці прадугледжваецца пакаранне за беспадстаўнае незаконнае затрыманне. Санкции они предусматривают лишение свободы на срок до 3 лет. Ключевое слово тут «заведомо». То есть человек должен знать и понимать, что оснований для задержания нет, ареста нет, но тем не менее он это делает. Ці караецца скажэнне фактаў у паказаннях сведкаў правапарушэння. Предусматривает наказание лишения свободы до 3 лет. Если же заведомо ложное показание дает основание для обвинения в тяжком либо особо тяжком преступлении, либо еще соединено с искусственным созданием доказательств, либо из корыстных побуждений, то это уже лишение свободы до 5 лет. Ці з'яўляецца парушэннем адкрыццё справы без дастатковай доказнай базы. За это предусмотрено наказание до 2 лет. Если это уже повлекло тяжкие последствия, то тогда от 3 до 10 лет. Што трэба лічыць цяжкімі наступствамі? Они прямо в законодательстве не прописаны, но, на мой взгляд, пребывание в тюрьме по политическим причинам, оно может быть рассмотрено как тяжкое последствие любым независимым судом. Як караецца фальсификация доказаў? Фальсификация доказательств лицом, которое производит дознание следователем, прокурором. И вот она предусматривает наказание лишения свободы на срок до 3 лет. То есть, опять же, если тяжкие последствия, то от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Ці законна прымаць судовае рашэнне без уліку ўсіх пададзеных фактаў? Тут состава преступления нет. То есть иначе зачем нам институт апелляции и кассации? Это все в рамках вещей. То есть вот если судья знал и понимал, что доказательств недостаточно или что доказательства сфальсифицированы, и тут санкция лишения свободы до 3 лет, а в случае тяжких последствий от 3 до 10 лет. Ці можна змушаць падазраваных да прызнання? Абсолютно любая методика, угроза, шантаж, иных незаконных действий. Наказание предусмотрено лишение свободы до 3 лет. Если эти действия совершены, соединены с насилием или издевательством, то от 2 до 7 лет. Если с применением пытки, то от 3 до 10 лет. Як караюцца катаванні затрыманых? Это пытки. Причем такое единственное мнение, оно не только в среде белорусских юристов, но и среди международных юристов, правозащитников, юристов других стран, что это пытки, поскольку насилие системное, организованное, у него есть там определенные цели и задачи, и соответственно, да, это вот такая статья 128, и там достаточно серьезное наказание по ней. Падсумуем. Незалежна ад таго, шараговаты міліцыянт, раённы следчы ці вярхоўны суддзя, несумленнае выкананне абавязкаў можа стаць прычынаю крымінальнага пераследу. Адзіны спосаб пазбегчы пакарання – дасканала вывучыць законы і ніколі іх не парушаць. – 27 верасня ў горадні праходзіў марш народнай інаўгурацыі, які быў жорстка разагнаны сілавікамі. И, честно говоря, эмоционально настолько подавлены были все. То бишь много раз звучало даже на тот момент от каких-то наших властей, что все-таки это прекратится. Это так и не прекратилось. Ну и мы решили, честно, подбодрить, наверное, своим действием людей. Гэтай жа ноччу Андрэй разам з калегам забраліся на мясцовую тэлевежу і на вышыні каля 150 метраў вывесілі вялізны бел-чырвона-белы сцяг. На полпути, наверное, нашего спуска мы заметили внизу бегающие фонарики и поняли, что нас там уже ждут. Да, в нашу сторону уже кричали, просили нас снять флаг, но когда нас попросили снять флаг, мы сделали вид, что мы не слышим и решили сладить дальше.
Хлопцаў завезлі ў суседні Раус, ды склалі протакол за хуліганства. Адбыўшы 10 сотняў арышту, Андрэй і ягоны калега выйшлі на працу. Приступив к своим обязанностям, начальство не было никаких претензий и никаких объяснений меня не брали. Я выполнял свою работу. Так было до 26 кастрычніка, калі ў нашай краіне быў абвешчаны агульнанацыянальны страйк. На прахадной прадпрыемства горадня Азот ужо о 7 ранку, а мапаўцы пачалі жорстка затрымліваць рабочих. Хотя там никакого митинга не происходило на проходной. Люди пришли на работу. Сергея таксама затрымалі, ды склалі протакол за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Я вернулся после РОВД на работу, у меня просто был заблокирован. А праз некалькі дзён Сергей Шелест атрымаў ліст. Пришло письмо с извещением, что я уволен за прогулы, за те, что я отбывал наказание в ВС. И только тогда я пришел за своей трудовой, и тогда меня вернули. На территорию не пустили, не отдали личные вещи, без обходного, без ничего. Просто, говорится, прислали письмо, вы уволены, и вручили трудовую. Брутальнае затрыманне на прахадной моцна абурылі яшчэ аднаго азотаўца. ОМОНовцы-то молодые ребята, там, сопляки такие, до 30 лет. И когда они мужикам по 40-50 лет раздают подзатыльники и говорят, ну и спрашивают у них, что тебе скотина не работалась. То есть, когда их там пинают, действительно оскорбляют, когда там кого-то называют кормовой базой. 2 лістапада Уладзімір Жураўка запісаў моцны відэазварот і далучыўся да страйку. Ваши дети никогда вам спасибо не скажут за такую трусость. За то, что вы ходили за тарелку похлебки под дубинками на работу. А праз некалькі тыдняў мужчыну звольнілі. По возвращении с РОВД после задержания уже мой электронный пропуск был заблокирован. То есть, по сути, мне руководство предприятия заблокировало вход на территорию завода. То есть я даже фактически не мог попасть на свою работу. И за прогул уволили. Звольненыя азотаўцы аб'ядналіся, каб абараніць свае правы ў суде. У пэўны час яны нават пачалі верыць у станоўчае развязанне канфлікту. Были действительно надежды на какой-то более-менее справедливый исход. То есть, если там не всех восстановили бы, человек 12-13, то как минимум половину мы были уверены, что там будет восстановлено. Але нечакана суддзю замянілі. Новы суддзя Дмітрый Шанін адразу павёўся іначай. Видно по отношению судей к нам, что заменили его не просто так, и все будет не в нашу пользу. Никто никому ничего не объяснял, почему он заменен, почему другой человек. Просто процесс начался по новой и в таких ускоренных темпах. И уже в этот раз все ходатайства нашего юриста были полностью отклонены. При новом суде суд напоминал нам уже больше цирк, то бишь большинство истцов, как это не неприлично, но даже смеялись на заседаниях, потому что других эмоций это все уже не вызывало. Вынясенне суддзёй заведама неправасуднага прысуду караецца пазбаўленнем права займаць пэўныя пасады або абмежаваннем волі на тэрмін да 3 гадоў. А ў выпадку цяжкіх наступстваў такога прысуду, то і да 10 гадоў зняволення. Адмыслоўцы перакананыя, з наймальнікамі трэба абавязкова судзіцца. Дыскрымінацыя па прыналежнасці да прафсаюзаў, палітычных ці грамадскіх прыналежнасці да палітычных ці грамадскіх арганізацыях, яна проста забароненая менавіта, каб разабрацца ў тым, хто вінаваты, каб гэтыя людзі атрымалі належнае з аднаго боку і з іншага боку, каб людзі, якія былі цяпер звольненыя, атрымалі кампенсацыі. Вось менавіта дзеля гэтага трэба бараніць усімі даступнымі сродкамі свае правы. Суд азотаўцы прадказальна прайгралі, але працягнуць адстойваць свае правы. Да, не стоит опускать руки, сдаваться, потому что наше, говорится, беззаконие в стране только все наращивает темп, все больше и больше его. Да. Как минимум это надо зафиксировать в истории. В принципе, вот здесь вот меня и задерживали. Мы договорились с молодым человеком встретиться для того, чтобы я ему передала 5 браслетов 23-34, вот такого плана, как у меня на руке. Вот. В общем-то, я их ему передала, он мне отдал деньги, я полезла за сдачей, и в этот момент ко мне подошли сотрудники АБЭП. Юлія дастала з кішэні тэлефон, бо хацела папярэдзіць мужа пра затрыманне, але міліцыянты яго адразу выхапілі. Я не смогла позвонить родным, и из-за этого они больше суток не знали, где я вообще нахожусь. Когда я спросила, зачем и почему у меня забрали телефон, мне сказали, что вы сейчас снимаете всякие видео, которые могут представлять для нас опасность.
Ніякага супраціву Юлія не оказывала, и яе повезли до дому на огляд. Ну, когда мы приехали в квартиру, в принципе, я не особо ничего не прятала. Браслеты у меня стояли вот здесь, в такой большой картонной коробке. Я ее сразу же достала, положила сюда и таким образом показала, что я как бы ничего прятать не собираюсь. Усе бранзалетки сконфисковали. У Юлии не засталося нават по одним на память. А так у меня было больше 13 разновидностей, наверное, в описи. Вот, ну, к сожалению, все это изъяли и уже теперь не вернут. Нягледзячы на адсутнасць панятых, міліцыянты пачалі заглядаць ува ўсе шафы. Тут Юлія захоўвала ашчаджаныя грошы. Когда муж вернулся с работы, он обнаружил, что денег в коробке нет. Она лежала вот так приоткрытая, и я ее... Грошы зніклі, а па палічках былі раскіданыя чырвона-зялёныя сцяжкі. Пісаць заяву на знікненне грошай Юлія пакуль не плануе, але скрыначку паклала ў пакет, каб захаваць магчымыя адбіткі пальцаў. Вот, деньги, тем более, что они не фигурируют ни в каких ни протоколах, нигде их нет. То есть, соответственно, ну, можно, в принципе, говорить, что их как бы и не было, но на самом деле они были. Написали, что вот женский род, юхно и статью 23-34. Пасля агляду на Юлію склалі протокол за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць, а потым і за хуліганства. Маўляў, дзяўчына замінала працы прадстаўнікоў РУСу. Наступные 7 дзён яна правяла под арыштам. Вот, счета выставили, это мне давали, когда я выходила из СИП. 58 рублей за 4 дня. Ну, больше из документов, к сожалению, у меня ничего нет, потому что я работала с адвокатом, и адвокат все документы забрала себе. Юлія пачала рабіць бранзалеты, бо з'явілася шмат вольнага часу. Яе звольнілі за погляды з кампаніі Dana Holdings. Был у меня вот такой пост, я написала про парад, посвященный 9 мая. Вот. В Дании есть специалисты, которые читают инстаграмы своих сотрудников. Ну, в общем-то, я так понимаю, что вот из-за этих слов позор правительству Беларуси и лично нашему президенту меня и уволили. У Беларусі рабіць бранзалеты адмаўляліся, таму замаўляла іх Юлія ў суседніх краінах, а продавала их по собекоште. Продавала даже иногда дешевле, иногда раздавала, иногда дарила. Была у меня акция на какой-то из маршей пенсионеров. Я заказывала 1000 браслетов и просто на марше их раздавали. Я больше подставлялась, чем зарабатывала, либо наживалась на чем-то. Вот. А днями прайшоў эканамічны суд. Дзяўчыну прызналі вінаватай паводле артыкулу 12.7 адміністратыўнага кодексу. Судья мне присудил 5 базовых за незаконное предпринимательство. Вот. Ну, я думаю, что это вполне себе адекватное. С конфискацией, конечно же, имущества. Оспаривать приговор я не буду, потому что не вижу смысла. Меньше мне все равно не дадут. Я думаю, это минимальный, так сказать, порог денежный. Адмыслоўцы ў такіх выпадках раяць. Осмотр жилого помещения всегда проводится с участием понятых. Когда мы говорим о том, что какие-то вещи и предметы не отражены в протоколе процессуального действия, они просто исчезли, вот, то, конечно же, это будет заявление о совершении преступления в Следственный комитет с указанием фамилий и должностных лиц, которые проводили это процессуальное действие, с приложением всех вот этих вот документов, которые они оставили. Ну что, поехали. Пасля звальнення з Dana Holdings Юлія прайшла курсы IT па адной з праграмаў падтрымання рэпрэсаваных. Цяпер спадзяецца гэтым скарыстацца. Ну, буду сейчас искать работу, потому что сотрудникам КГБ, милиции и так далее, остальным сотрудникам я пообещала, что больше не буду заниматься браслетами, вот, поэтому, ну, значит, буду заниматься IT. Вот. Пишите нам на адрес. Глядите нас на сторонце belsat.eu. А таксама заходьте на нашу сторонку на Facebook ды ў іншых сацыяльных сетках. Дасылайце відэа і фота, што сведчаць пра парушэнне правоў чалавека. Нам блізкія вашыя справы.